Всем привет, ребята! Итак, у меня в руках новенький HTC One M9. Я вам хочу сказать, он практически ничем не отличается от прошлогоднего One M8. Мне кажется, не зря HTC называют Apple в мире Android, и очень многое сходится. У них одни из самых быстрых смартфонов на не самом быстром железе, внимание к мелочам, качественный софт, хотя, наверное, про яблочников так уже и не скажешь, и одинаковый дизайн из года в год. Но грех жаловаться на то, что мало изменений. Например, в прошлом году никто из брендов так и не смог выпустить устройство со столь удачным сочетанием дизайна и материалов. Так что не ломай то, что и так хорошо работает, стало девизом в разработке HTC One M9. Да, кое-кто избавился от пластиковых корпусов, но, как по мне, HTC остается самым красивым смартфоном на рынке. Ну да, мне металл нравится больше, чем стекло. Торцы теперь выделены цветовыми акцентами. В серой версии они более темные, чем остальной корпус, а в серебристой, например, золотистые. Со старта также будет доступна розовая и золотая версии. Решетка динамика все еще выполнена из пластика, хотя он уже гораздо лучше имитирует металл. И вот я постукала и даже думала, что это металл, но на самом деле нет, это все-таки пластик. Задняя панель такая глянцевая и как будто бы покрытая лаком, но смартфон довольно уверенно держится в руке и не выпадает. Камера по последней моде выпирает. Рамки вокруг экрана стали чуть тоньше, из-за чего ширина смартфона уменьшилась на миллиметр, а вот разрешение дисплея не изменилось. Впрочем, учитывая, что тут, как и раньше, очень качественная IPS-матрица, одна из лучших на рынке, PPI тут 441, и шансов увидеть пиксель вообще нет. А вот прикрыт экран новейшим Gorilla Glass 4. Как и подобает обновленной версии, железо подтянули до современных стандартов, но план даже несколько перевыполнили. 810 Snapdragon, 3 гигабайта оперативной памяти и Full HD разрешение. Хвала богам, HTC не повелись на эту массовую истерию и не установили Quad HD дисплей, благодаря чему M9 однозначно самый быстрый смартфон на рынке. И пусть 64-битный восьмиядерник набрал в Antutu 51 тысячу, а не 69, как Galaxy S6, во всем, что будет касаться 3D-графики, он будет быстрее, как за счет разрешения, так и за счет того, что видеоядро Adreno 440 куда современнее Mali T760, установленного в Галактике. В встроенной памяти 32 гигабайта осталась и поддержка карт microSD. К скорости повседневной работы не было никаких претензий и в M8, и тут и мощность возросла, и Android 5 версии, так что работает смартфон просто молниеносно. Да и по опыту использования M8 могу сказать, что со временем производительность не ухудшается. HTC Sense обновился до 7 версии, с первого взгляда кажется, что визуально он изменился не сильно. Но тут появились темы, меняющие не только обои и цвета оформления, но и шрифты, и внешний вид, и формы иконок, да в общем все. Обои стали симпатичнее и современнее, обновили фирменную клавиатуру, изменили шторку, а анимации и настройки взяли со стокового андроида. В общем, несмотря на то, что 5-й Android стал сильно красивее 4-го, обновленная оболочка Sense мне все равно визуально нравится больше, не говоря уже о функциональности. Батарея на 2840 мАч, что, во-первых, больше, чем у извечного конкурента, а во-вторых, у One серии с автономностью дела всегда хорошо обстояли, так что и тут можно надеяться как минимум на очень хорошую продолжительность работы. Кстати, как и все смартфоны на новых Qualcomm, M9 поддерживает скоростную зарядку со специальным адаптером. С ним он сможет набирать от 0 до 100 часа эдак за полтора, но вот будет ли такой адаптер входить в стандартную поставку, пока непонятно, к M8 продавался отдельно. В общем, HTC правильно поняли сигнал от покупателей. Ребята, нам все нравится, но сделайте, пожалуйста, нормальную камеру. И они сделали. Вместо 4 ультрапикселей в этом квадратике прячется 20-мегапиксельный модуль. Но не переживайте, про ультрапиксели они не забыли, они просто переехали во фронтальную камеру. Камера сзади теперь одна. Видимо, эксперимент с дальномером в HTC признали неудачным. Это неудивительно, так как она толком ничего не давала. Светосила основного модуля 2,2. По качеству снимков выводы сделать, конечно, пока что рано. ПО камеры все еще не финальная, но скорость работы, несмотря на рост количества мегапикселей в 5 раз, все такая же очень-очень высокая. Появилась наконец-то и запись видео
видео в 4К. Фронтальная на 4 ультрапикселя отлично проявила себя при плохом освещении. Обновили и функциональность чехла Dot View, появились игры и другие дополнительные фишечки. Мне М9 понравился. Многие ожидали от него какой-то революции в дизайне и сейчас сидят и плачут в своих твиттерках, но я считаю, что HTC все сделали правильно, улучшив буквально каждый технический аспект. Например, даже фирменные стереодинамики получили поддержку Dolby Audio. Конечно, хотелось бы, чтобы они постарались избавиться от этой черной полоски под дисплеем, но, наверное, на данном этапе это сделать нереально. Например, даже фирменные стереодинамики получили поддержку. Это что-то я Испания.